Мы много лет работаем для вас только за счет пожертвований. Сегодня Алифу нужна твоя поддержка. Прими участие, внеси свой вклад. Ссылка на донейт в описании. Жизнь в мегаполисе убеждает в том, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Добраться до вокзала с тяжелыми чемоданами, не опоздать в аэропорт, отвезти ребенка к доктору – это типичные ситуации, в которых общественный транспорт не заменит такси. С недавних пор в Москве появилась новая услуга автоперевозок – Ухти-такси, которой пользуются в основном женщины и, как правило, мусульманки. Ухти в переводе с арабского языка означает «моя сестра». Не все мужья разрешают ездить в обычном такси. Поэтому многие сестры-мусульманки у нас пользуются нашими услугами. Эльвира Ишмухаметова решила объединить женщин-водителей, которые изъявили желание работать в Ухти-такси. Помимо того, что девушка сама выезжает на заказы, она также выполняет роль диспетчера и оператора, занимается размещением рекламы, раскруткой в социальных сетях и подбором персонала. Для меня это сегодня и хобби, и дополнительный заработок, и я за идею. Это какая-то, наверное, миссия. Иногда к нам обращаются нуждающиеся, инвалиды, которых нужно перевести, допустим, в больницу, малоимущие, многодетные и так далее. По возможности, конечно, мы их довозим иногда и бесплатно и так далее. То есть помогаем таким образом. На сегодняшний день Ухти-такси – это 16 автомобилей, от «Жигулей» до «Ауди». Работают здесь и домохозяйки, и руководители компаний. Для одних это возможность получить дополнительный заработок, для других – вид волонтерства и способ помочь сестрам-мусульманкам свободно передвигаться по городу. Однако не каждую желающую примут на работу в такси для сестер. Необходимо иметь личный автомобиль, стаж вождения не менее 3 лет, детское автокресло и готовность работать в любое время суток. У нас есть услуги автоняни. Езда по городу, встречи, переезды, перевозка тяжелых вещей, перевозка любимого животного и так далее. То есть целый спектр услуг. Наталья Иванова спешит на очередной вызов. Нужно забрать ребенка клиентки из школы и привезти домой. В Ухти-такси Наташа с момента основания и с сожалением констатирует, в компании пока слишком мало машин, чтобы охватить услугой весь город, и это влияет на ценообразование. Есть отзывы о том, что мы дорого, у нас дороже, чем другие, но опять же, это не потому, что у нас есть жажда наживы, а потому что мы, чтобы подать машину, мы едем откуда-то. И, как правило, это там порой бывает по 30 и 40 километров подачи, поэтому, естественно, мы берем за подачу. Хотя сравнить с Яндекс, Убер и там такси везет, те же детские кресла и бустеры, у них они платные, у нас они бесплатные. Алло, салам алейкум. Да, сестра, это Ухти-такси? Да, я бы хотела вызвать машину. На площадь Победы 1Е. Да, это салон красоты. Рабочий день массажиста Лины заканчивается затемно. Возвращаться домой в такую ненастную погоду – дело затруднительное. Решение нашлось благодаря службе такси для сестер. Женское такси для мусульманок уже успело обрести постоянную клиентуру. Мы очень молодая компания, которая в ближайшем будущем, я думаю, она очень раскрутится. Нам очень благодарны. Нам в ответ на прощание при встречах нас целуют, обнимают. Это очень-очень приятно. В этот вечер непогода в столице разыгралась. Порывистый ветер, дождь, сменяющийся снегом. Природный катаклизм вызвал рекордное количество звонков в службу Ухти-такси. Все поступившие заказы были приняты, обработаны и выполнены в срок. Роза Иванова из Москвы.